Ассаламу алейкум, дорогие зрители. Бисмилляхи рахмани рахим. Ну что ж, очередной ажиотаж пошел бродить по мессенджерам по поводу запрета шахады, то есть наклейки на автомобиль, которую один молодой человек приклеил на заднем стекле у себя. Насколько я понимаю, парень сидит, а вот эту символику, наклейку быстренько включили в список материалов экстремистских, да. Ну, как правда идет этот материал, я не знаю, как демонстрирующие что. Это надо разбираться, смотреть текст, я пока не смотрел. Я хотел прокомментировать другие моменты. Тут вот мне начали некоторые писать. Ну, наверняка такой случай, что-то вы, наверное, у себя на канале напишите, прокомментируете как-то. Я, честно говоря, вообще даже не хотел комментировать, почему сейчас понятно станет. Но раз уже задали вопрос, хочу поделиться с вами мыслями. Мне кажется, дорогие зрители, вот проблема многих мусульман и просто исследователей, которые вот в теме, проблема их в том, что они до сих пор не поняли, в какой стране они живут. Не понимая основных базовых вещей страны, общества, в котором они живут, они будут до конца жизни удивляться каким-то частностям. Ах, видите ли, вот шахаду, да, наклейку запретили, что в ней обидного. А объясните-ка нам с точки зрения юриспруденции, что плохого в этой наклейке и так далее, и так далее. Вот, то есть вот такие вот возгласы. Еще раз, просто вы не понимаете, в какой стране вы живете. Вам кажется, что есть вот с точки зрения буквы закона какое-то действие, событие, человек, там, статья, книга, неважно что, не нарушают закон, ну, значит, и нет нужды это запрещать, нет нужды с этим бороться. Какой смысл государству и разным чиновникам, там, следователям, МВД, ФСБ и так далее, какой смысл им бороться? Вы просто не понимаете, ну, что вокруг происходит. Иногда, смотря вот на такие удивления, я сам удивляюсь этим удивлением, мне начинает казаться, что, наверное, лично мне надо порадоваться, что в 95-м году я не поступил на юридический факультет. Иначе, проучившись там много лет, я бы, наверное, тоже сидел бы сейчас, удивлялся. Ну как так? Вот ведь в законе, в кодексах написано одно, а в жизни происходит совсем другое. Получается, я просто так, что ли, учился? И вообще, как себя вести, если ничего из того, что мы изучали, не работает. Было бы жалко просто потраченного времени на вот эту юриспруденцию, там, основы государственности российской и так далее. Мне было бы очень обидно за потраченное время. Но сейчас, хвала Аллаху, я радуюсь. Всевышнему было более ведомо, что мне лучше не поступать на этот юридический факультет. Иначе я тоже не мог бы понять в данный момент, что происходит, хотя бы с точки зрения юридической. Вот, ну, запретили шахаду и запретили. И что? Это что, какой-то первый случай, что ли? А до этого что? Мало таких было запретов. Помните, например, запретили крепость мусульманина, да? Запретили ее за одну фразу. Но после этого было куча запретов на такие книги, которые просто смешно сейчас упоминать. То запрещают, то потом опять отзывают, то потом аж Путину самому приходится включаться и вносить там какую-то поправку, что эти запреты не должны касаться священных текстов и так далее, и так далее. Короче, сплошной бардак. Вот. Забегая немножко вперед, вы еще не забывайте человеческий материал. Я это хотел в конце сказать, но сразу уж скажу. Вот тот человеческий материал, который занимается вот этими запретами, попало в руки какому-нибудь следователю, да, может, нетрезвому даже, какая-нибудь книжка, какая-то наклейка, какая-то статья. Вот ему просто взбрендилось, что надо это запретить, потому что ему показалось, что она какая-то страшная. Это символика, или это статья, или книга и так далее. И все, и пошло-поехало. Там уже подключили эксперта,
какого-нибудь условного Кужа Ахметова, да? Я, кстати говоря, примеры буду приводить из Республики Башкортостан и при этом упоминать некоторые фамилии. Народ должен знать своих героев, да? Вот так оно работает. Какой-нибудь следователь захотел что-то запретить, подтянули эксперта, какого-нибудь Азамата Кужахметова, дали ему задание, ну-ка быстренько состряпай свою экспертизу, докажи, что здесь что-то плохое, да, экстремистское, радикальное и так далее. И все, к утру это заключение готово, а через 2 дня условно уже бац, как бы в список еще один материал уже готов, чтобы его включили. Вот так оно все действует. Примеров приводить можно много. «Крепость мусульманина», вот так, книжка маленькая, вот такого примерно она размера, да, попала под запрет за одно слово «мученик», да, смерть мученика. Хотя, если вы религиозный вот текст христиан почитаете, ну там много раз повторяются похожие слова. Житие праведников, там мученики, великомученики, там мученик во Христе вере. Ну и что? Давайте их тоже запрещать. Но нет, все эти законы работают в одну сторону, когда речь идет о материалах мусульманских. Я еще припоминаю, тоже 2 примера приведу. Вот одно дело, в котором я непосредственно тоже участвовал в качестве свидетеля. Там от одного такого эксперта принесли заключение, текст. Этот эксперт, честно говоря, от этого эксперта там было всего лишь его имя. Да? Все остальное там, видимо, писал какой-нибудь нетрезвый следователь или кто, не знаю, помощник его. Потому что там даже салават был написан неправильно. Вот представьте, да, какой-нибудь эксперт по религиоведению, человек, который священные тексты анализирует, предположим, он пишет свое заключение, но после упоминания имени пророка, саллаллаху алейхи, мы, мусульмане, говорим саллаллаху алейхи вассалям. Если это великий эксперт, там известный на всю Башкирию, Башкортостан, если он занимается священными текстами, уж в салавате он же не должен делать ошибку, а там по всему тексту, там на несколько страниц, вместо саллаллаху алейхи вассалям стоит что-то типа саллухали алейсалам. Ну, примерно так, да, я утрирую, я не помню этот набор букв, но вот так было. То есть, если бы это писал эксперт, он бы эту свою ошибку заметил бы, потому что по всем страницам повторяется это раз 10. Но вот это салу алейх алейсалам, что-то, ну вот заключение эксперта, там от этого эксперта есть только его подпись. Как эту подпись он ставил, это отдельная история, сейчас я не буду рассказывать. Этого бедного эксперта, ему потом плохо стало, до суда увезли на скорой, потому что он прекрасно понимал, кстати говоря, он был мусульманин, он прекрасно понимал, что он в каком-то плохом деле участвует, в итоге ему плохо стало, его увезли, да, медики. Вот, короче говоря, вот так оно делается. Также помню один случай, ко мне обратились люди, говорят, вот смотри, нашего брата обвиняют, ему светит срок. Кстати говоря, срок ему дали в итоге, да, не 1 год, много лет. Вот, утверждается в заключении, что он ссылается на запрещенную литературу. Ишмурат, проверь, пожалуйста, на каких страницах те тексты, которые ему приписываются. Хорошо. Книги известные, книги действительно находятся в списке экстремистских материалов. Я эти книги, нахожу, PDF-вариант, да, смотрю, что приписывается этому человеку, что вот, например, условный, пусть будет Ильгиз Ильмир, да, неважно. Вот этот Ильгиз Ильмир цитирует Саида Нурси и говорит то-то, то-то. Вот. Хорошо, я эту цитату пытаюсь найти в книгах запрещенных, и их нет, представляете? То есть вот просто взяли мусульманина, который на хутбах что-то говорил, его цитаты назвали экстремистскими и сказали, что он ссылается на такого-то ученого, ну поняли, да, который находится в списке
Это же в наше время. Вот если бы они немножко умнее были, немножко тоньше работали, я не знаю, что еще у них должно быть там, про совесть я молчу. Если бы капелька совести была, то они могли бы же как-то этот более тонко сработать, да. Но цитаты, которые приписываются этому человеку, и их нет просто. Я даже их в книге никак не нашел. Через, значит, copy-paste легко же, paste можно легко найти, но их нет. Вот такой. Так у нас проводятся какие-то мероприятия юридические. Вот. И так что запрет этой шахады, ну как он происходил? Скорее всего, кому-то нужно было. Давайте вот эту наклейку признаем экстремисткой. Хорошо, дайте эксперту. Эксперт пусть так состряпает, ну, красиво научным языком напишет, что шахада, вот то, что написано там, да, подразумевает какой-то радикальный контекст. Но им, видимо, просто было невдомек, что это основное свидетельство веры, это основные слова ислама. То есть с этими словами человек приходит в ислам. Они просто это, наверное, не знали. Просто, ну, вот переводится «Ля иляха илляллах Мухаммад Расуллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад его посланник. А давай-ка мы сделаем что-нибудь такое убедительное, научное, да. Ну-ка, эй, эксперт какой-нибудь, подтяните-ка его, и пусть он напишет. Вот так, скорее всего, происходило и произошло. Вот. Что хотел еще сказать. Вы, как я сказал, не понимаете просто, как это все происходит, и все время ищите логику в действиях этих людей. Но просто вы перестаньте эту логику искать, и жить вам, честно говорю, станет легче. Россия – это территория, ну, на территории которой никакого закона нет. Есть просто какие-то события, люди, которые назвались там экспертами, назвались политологами, какими-то журналистами и так далее. Да? Дальше по иерархии идем до самого президента. Это просто термины, которые в других странах что-то такое подразумевает. То есть есть наполнение, есть суть. В России этого наполнения нет, есть только оболочка. Россия жила, живет и, скорее всего, будет жить так, как она хочет, по каким-то, местами где-то по понятиям, местами где-то как выгодно, где-то, может быть, адаты выгодный для того или иного актора в форме, да. Вот, а потом все это уже подводится под законы. Понимаете, вот так оно работает. И все. Если же вы будете сидеть и удивляться, как же в законе написано так? В законе написано так. Выкинь этот закон, сверни в трубочку и куда-нибудь подальше на полку закинь. Нет этого закона. Закон есть у того, кто сегодня взял в руки ракушку. Помните, такой фильм был «Повелитель мух»? Да, там мальчики попали на остров и придумывали сходу закона. Там у них один такой был принцип. Кто ракушку взял и подудил, вот, тот говорит первым, а другие должны слушать. Примерно вот так и вся страна живет. Вот, тут в этой всей истории обидно то, лично мне, что это делается на фоне того, что противоположному или параллельному лагерю, последователям православия, разрешается все. Но шахаду запретили. Есть наклейки, какие-то слова, какая-то атрибутика у православных. Вот недавно они писали, ездили, да, Христос воскресе. Может быть, где-то они напишут, мы русские, с нами Бог, проедутся, да. Тоже слова, тоже наклейка, тоже какой-то контекст. Возможно, где-то они еще на стяге напишут «Сим победиши», да? Вот это все, грубо говоря, проканывает легко. До этих слов никогда никто не докопается, никогда никто в ней не найдет экстремизм, никогда никакой стяг с условными там «мы русские, с нами Бог» или «Сим победишь», никогда он не будет запрещен.
наезд идет всегда на ислам. Поэтому не удивляйтесь, что вы так взволновались, возбудились. Ну вот так оно. И всегда так будет. Вчера были запреты кучи литературы, а что тогда многие не возмущались? Потому что, наверное, многие книг не читают, они не знают, не в теме этого всего. А шахада, ну, наклейку, наверное, многие клеют, поэтому это как-то так стало ажиотажем. Вот так, дорогие мои. Если вы будете знать, представлять, что вокруг происходит, хотя бы для вас будет немножко легче жить. Так я вот просто наговорил некоторые мысли, связанные с этими. Прошу в комментариях активно поделиться, а что вы сами думаете. Может быть, у кого-то подобные истории были, да? Тоже вот просто сидите, комментируйте, объясняйте. Пусть те люди, которые до сих пор удивляются, уже наконец поняли, что надо перестать всему этому удивляться. Вот это вот клоунада, когда какой-нибудь эксперт типа Кужахметова берет и любую вещь, ему Мурзилку дай, он из нее сделает экстремистский материал. Скажи ему, вот завтра найди в Мурзилке ваххабизм, он найдет. Мурзилка это люди моего поколения, наверное, знают, это такой желтый персонаж. Ну, условно, крокодил Гена, да. Скажи ему, вот докажи, что крокодил Гена ваххабит. Он докажет. Это у него легко получается. Вот такая вот, именно в Башкортостане, но не только в Башкортостане, такая вот клоунада, она же происходит во всей стране, абсолютно во всей, на всей этой территории. Где-то Кужахметов это эксперт по религиоведению, СМИ башкирский у нас, это я недавно предложил такой термин, да, арсланизация, какой-нибудь Арслан Нигаматьянов, опять-таки условный. Не был бы он, был бы другой какой-нибудь, вон, есть еще его один напарник, однолайковый, я его называю Рашид Ялалов, да, такие отвратительные вещи пишет, ему никто бедному лайк не ставит, иногда там один лайк появляется, поэтому его однолайковым мы назвали, вот такие люди, они в СМИ, потом Тимур Валитов какой-нибудь, прости господи, политологом, когда он успел стать так легко в наше время, оказывается, уже буквально полгода назад мы такого политолога не знали, но вот он политолог. Потом, опять-таки, прости господи, какой-нибудь певец азан там говорит, ну, собрался говорить азан для самой крупной мечети на ее открытии и так далее, и так далее. То есть вот эта вся клоунада, она продолжается и будет еще долго продолжаться, но иллюзии просто похороните. Вот вам мой совет. Не тешьте себя какими-то там мечтами, что завтра, наверное, поменяется. Ах, придут какие-то люди, которые вот такими глупостями заниматься не будут. Ах, это же шахада, но нельзя же ее там запрещать. Вы просто чаще читайте книги. Вот я вам что советую. Никогда Россия другой не была. То, что сегодня шахаду взяли и запретили вот эту наклейку. А что до этого? Было что-то другое, что ли? Нет. Некоторые, наверное, просто еще молодые, да, ну, недавно в ислам пришли, недавно родились. Некоторые, может быть, родились в тот год, когда вот лично я и мои друзья только начинали этому беспределу, этому беззаконию, этой клоунаде удивляться. Не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Примите реальность такой, какая она есть, как вот в кадрах из фильма «Матрица», да, вот примите эту реальность такой, какая она есть, и тогда у вас не будет вот таких возмущений, возгласов и удивлений. Ну все, вот так на духу наговорил. Надеюсь, что-то полезное вы услышали. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.